Это история о том, как простой мальчишка из Закажева Константин Угурчиев, несмотря ни на что, шел к своей мечте. Родился герой нашего сюжета в 1918 году. Житейские тяготы начались практически с рождения. После родов у Константина умерла мама. Наш герой ее ни разу не увидел. А через несколько лет еще одна утрата. Умер отец Юсуп. За воспитание трехлетнего мальчика взялся дядя по матери Джабраил. Позже Константин попал в детдом во Владикавказе. Возмужав, отучился на фельдшера в Харькове. Оттуда был призван на фронт. И началась война. Россия с Финляндией вот туда. Вот он был комсомолец, ушел добровольно на эту войну. Там он, конечно, вода визу, спасал раненых, очень сильно. Была, говорит, зима, рассказывал, он холодная, очень суровая зима. Вот, спасал раненых. И он тоже, его за это там, знаете, наградили тоже вот в финской войне. После окончания финской войны молодой человек поступил в медучилище в Омске, которое окончил на отлично и освоил специальность стоматолога. Но в 1941-м началась Великая Отечественная, и наш земляк снова в числе добровольцев отправился на фронт. Там он был военным фельдшером 2-го дивизиона 346-го артиллерийского полка. В период наступательных операций противника 5-6 июля 1943 года в районе станции Малоархангельская Константин Угурчиев проявил себя храбрым воином. Под сильным артиллерийским минометным огнем оказал медицинскую помощь 23 раненым бойцам. За доблесть и мужество был представлен к награждению медалью за отвагу. У него дивизия была 81-я стрелковая дивизия. Вот. Воевали они вот здесь все в книге, вот, да. Все разрисовано, карта, где они воевали. Вот. В каких городах, в каких этих, вот, да, с немцами. Он был дважды раненый на этом фронте. Вот. Спасал раненых. Вот. Они говорят, мы ползали на четвереньках, да, с двух сторон была стрельба. Вот. И все равно мы ползали, даже не боясь за свою смерть. В этом мы спасали, говорит, раненых. Такие истории Константин рассказывал нечасто, как и не любил общаться с прессой. Кто хочет узнать обо мне, пусть отправляется в военный комиссариат и посмотрит мое личное дело, говорил ветеран. Он не любил, правда, о себе рассказывать. Вот. И даже когда он рассказывал, он очень сильно расстраивался. Вот. Я даже вот думала, вот почему у него слезы текут, когда он рассказывает это. Вот. А оказывается, действительно, у него боль в сердце была. Я смотрела на него, думаю, почему вот мужчина, почему он плачет. А потом только я узнала, как больно ему рассказывать все это, как больно было смотреть на смерть своих друзей, товарищей, своих однополчан. Поэтому он очень мало рассказывал, и я даже не требовала, вот, зная, что вот, да, ему больно. В 1944 году, когда ингушский народ был выслан, Константин был снят с фронта, но мужчина продолжил служить в рядах советской армии. После окончания войны работал на различных медицинских должностях на Украине. Общий военный стаж, учитывая несколько лет на войнах, составил 30 лет. Жил он в Киеве после окончания войны. Вот. Потом приехал в Владикавказ. Вот. Там он работал в стоматологической первой поликлинике, главврачом работал, врачом. Дослужился Константин Юсупович до подполковника медицинской службы. Не стало ветераном в апреле 2003 года в возрасте 85 лет. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.